В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшек Шара. Здравствуйте. 4 дня осталось до повторных выборов депутата парламента от 17-го избирательного округа города Гудаута. В округе зарегистрировано 2 кандидата – Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая. Перевыборы назначены из-за того, что ни один из кандидатов не прошел 50% барьер. В четверг, 11 мая, сразу после выпуска новостей, смотрите на телеканале Абхазского телевидения в прямом эфире встречу с кандидатами в депутаты парламента от 17-го Гудаутского избирательного округа. В избирательном округе состоятся перевыборы в соответствии со статьей 37 Конституционного закона Абхазии о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Решением Центральной избирательной комиссии повторные выборы по избирательному округу номер 17 Гудаутский 1 назначены на 14 мая текущего года. Если в процентном соотношении говорить, то готовность к выборам, повторным выборам по 17 округу можно оценить как 99%. Почему? Потому что вся предварительная работа, связанная с подготовкой и всеми остальными мероприятиями, предусмотренными календарным планом, нами проведена. Вы знаете, в данном конкретном случае сложностей каких-то не было. Почему? Потому что там проводятся выборы повторно по одним и тем же кандидатам. Почему именно 99? Осталось у нас по календарному плану за день до выборов выдать бюллетени согласно списочному числу голосующих избирателей. И основная работа по подготовке к проведению данным выборам полностью завершается до дня выборов. Перевыборы проводятся, так как ни один кандидат от округа номер 17 не набрал необходимого количества голосов. Председатель ЦИК Томас Гогия рассказал, что по предварительным итогам первого тура выборов депутатом парламента был избран Леонид Лакербая. Однако после тщательного подсчета голосов, согласно окончательным результатам, кандидаты не преодолели 50% барьер. Штаб кандидатов в депутаты Леонида Лакербая произошедшую ошибку признал, подчеркнул глава ЦИК. Всего 2 кандидата было, вы знаете, ни один из них не набрал необходимого количества для того, чтобы, признать выборы состоявшимися и определить победителя. Поэтому в соответствии с действующими требованиями действующего законодательства в таких случаях проводятся новые выборы. По данному округу более 3000 избирателей, но количество конкретно избирателей, вы знаете, что списки избирателей готовит участковая комиссия, и количество конкретных избирателей определяет участковая комиссия, которая за 10 дней до начала выборов вывешивает все списки для общего обозрения. По словам председателя Центра избиркома, Кабмин принял постановление, в соответствии с которым паспорта с истекшим сроком действия будут считаться действительными до 15 мая текущего года. Для того, чтобы избиратели могли воспользоваться своим конституционным правом проголосовать, такая возможность предоставлена. Повторные выборы в Народное собрание парламента Абхазии по избирательному округу номер 17 назначены на 14 мая. По этому округу кандидатами в депутаты Народного собрания являются Леонид Чамагуа и Леонид Лакербая. Абхазское государственное телевидение, согласно действующему законодательству, предоставляет кандидатам в депутаты Народного собрания равное эфирное время для агитации. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил первого министра финансов Абхазии Лилип Ганба с 80-летним юбилеем. Благодаря высоким человеческим и профессиональным качествам, огромной внутренней воле, таланту руководителя, вы являетесь одним из ярких примеров женщин, достигших наибольших высот в сложном традиционном мужском ремесле – государственном строительстве. Ваш талант высококвалифицированного специалиста еще в советский период был отмечен орденом Трудового Красного Знамени и знаком отличия Госбанка СССР, говорится в тексте поздравления. Рауль Хаджимба пожелал Лилии Дугужевне крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии. За значительный вклад в укрепление и развитие финансовой системы Республики Абхазия, долголетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм президент наградил Лилип Ганба орденом Ахидз Апша второй степени. Больших очередей на государственной границе по реке Псо в курортный сезон не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания на пресс-конференции о процедуре пересечения КПП Псо. Тему продолжит Саид Джарсалия.
Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Кан Таня отметил, что в преддверии курортного сезона в СМИ регулярно появляется информация о том, что в летний период у туристов на границе будут возникать проблемы с получением визы. По имеющейся статистике, на сегодняшний день никаких заторов и очередей на КПП ПСОУ не будет. Происходят некие такие негативные вбросы в СМИ, которые отталкивают и отпугивают туристов, перенаправляют их в другое русло, так скажем. А вот для этого мы решили, что подобная информация, подобная пресс-конференция будет полезной как для жителей, так и для гостей Республики Абхазия. Таким образом просто предотвратит все потенциальные мифы о сложности пересечения абхазо-российской государственной границы. На сегодняшний день на абхазо-российской границе открыт консульский пункт выдачи виз иностранным гражданам. Заместитель начальника консульского департамента Министерства иностранных дел Республики Лаша Авицба отметил, что ранее для въезда в Абхазию туриста нужно было пройти затянутые процедуры. Сейчас консульский пункт, открытый на абхазо-российской границе, максимально упростил выдачу виз иностранным туристам. По его словам, на оформление визы уходит не более 3 минут. В самом головном консульском департаменте мы все еще далее таким же образом выдаем визы. Эта категория касается дипломатических, учебных, туристических и многих других. Потому что в летнее время консульский пункт отвечает на категорию иностранных граждан, которые посещают такие места именно густого скопления, это как Рица, Афон и Пицунда. А всю остальную нагрузку мы берем на себя, и расположены мы по адресу, еще раз, чтобы сказать, по адресу Сахарова, 33, действует и работает консульский департамент Министерства иностранных дел. На пресс-конференции также обсуждались вопросы выдачи рабочих виз. О процедуре получения рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Вячеслав Ганба. Касаемо граждан, кому требуется рабочая виза, они в первую очередь должны найти работодателя. То есть визу миграционная служба не может выдать без ходатайства работодателя. Соответственно, работодатель ходатайствует о привлечении иностранной рабочей силы, выкупает разрешение на привлечение в том количестве квот, в котором, то есть, чтобы оно соответствовало гражданам, иностранным гражданам, которых он приглашает. После этого они оплачивают оплачивают пошлину за приглашение, соответственно, стоимость визы. И только после всего этого мы выдаем рабочую визу. Касаемо того, что если иностранный гражданин работает по туристической визе, соответственно, если наши инспектора находят этого иностранного гражданина, выявляют то, что он действительно занимается трудовой деятельностью и имеет всего лишь туристическую визу, его привлекают к административной ответственности. Заместитель министра по курортам и туризму Астам Ирахпов в очередной раз отметил, что для привлечения большего количества туристов в Абхазию в первую очередь необходимо улучшить сервис, обеспечить туристу безопасность и следить за качеством предлагаемых услуг. Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Мсаус Шамба отметил, что для туристов, пересекающих абхазо-российскую границу, будут созданы максимально упрощенные условия. Курортный сезон – дело для нас не новое, но уже годами освоенное, поэтому мы ежегодно предпринимаем какие-то новшества в пропуске граждан. Прежде всего, конечно, мы занимаемся грузами. И в этом плане у нас очень успешно развивается система контроля за доставкой товаров. Помимо российских граждан, ежегодно Абхазию посещают от 7 до 8 тысяч иностранцев. География проживания туристов довольно обширная. Германия, США, Италия, Греция и Прибалтийские республики. Саид Джарсалия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Вице-президент Виталий Габния принял делегацию Ассоциации черкесов в Ливане, которая впервые прибыла в Абхазию. Виталий Габния отметил, что Абхазия – единственная страна из черкесского мира, которая обладает независимостью. По словам главы Ассоциации черкесов в Ливане Сарии Абдель-Раззак, главная цель визита – обсуждение возможности построения здесь бизнеса. Она добавила, что от абхазской стороны ожидаются конкретные направления, по которым можно будет продолжить взаимодействие. Вице-президент добавил, что для руководства республики важно наполнить отношения практическим содержанием. Участники делегации выразили намерение открыть офис, в котором представлялись бы интересы Абхазии в Ливане, и сообщили о планах прибыть в Абхазию с еще большей делегацией.
2017 год объявлен годом народного поэта Абхазии, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахметзевша первой степени, академика Баграта Шинкуба. Специально созданная по распоряжению президента комиссия, которую возглавляет премьер-министр Беслан Барцец, составила план юбилейных мероприятий, приуроченных к столетию писателя. Подробнее о них в репортаже наших корреспондентов. Одним из важнейших событий года в рамках празднования столетия народного поэта, безусловно, стало присвоение Дому-музею имени Баграта Шинкуба, расположенного в родном селе писателя в Чулоу, статуса государственного музея, в котором каждый желающий сможет буквально прикоснуться к творчеству великого писателя, прочувствовать атмосферу, в которой он жил и творил. Активно идет работа над созданием цикла документальных телефильмов, посвященных творчеству Баграта Васильевича. По словам советника президента Владимира Зонтаря, было проведено не одно заседание, на котором рассматривались различные проекты по увековечению памяти народного поэта, в результате чего был определен точный план мероприятий. В первую очередь это будет конференция, круглый стол в Абхазском институте имени Гулия. Здесь будет широко обсуждаться шинкубовская вся тематика, весь спектр проблем, связанных с его поэтическим творчеством, с его романом «Последний из ушедших», с романом «Рассеченный камень». Помимо конференции, 11 мая в районе Турбазы, в доме, где жил и создавал великие произведения Баграт Шинкуба, состоится торжественное открытие барельефа писателя, скульптора Цыры Ахба. А непосредственно в день столетия видного писателя, 12 мая, к его памятнику будут возложены цветы. Выступят классики абхазской литературы. Также пройдет фотовыставка из фотографий Шинкуба с такими известными людьми, как Константин Симонов, Александр Твардовский, Пабло Неруда и других. Мероприятие, посвященное юбилею народного поэта, проводит и Министерство образования республики. Во всех школах страны проходят открытые уроки и мастер-классы, а также пробы пера. По госзаказу государственным издательством были выпущены собрания сочинений Шинкуба. На сегодня вышел трехтомник на русском языке, тиражом 1000 экземпляров. Вот я вам показываю эти 3 тома. В первый том входят стихи, избранные стихи. Во втором томе у нас «Последний из ушедших» роман, повесть «Чанта приехал» и рассказ «Старуха Расидат». В третий том вошел «Рассеченный камень». Помимо этого, мы планируем еще до конца года издать двухтомник тоже избранных произведений, но уже на абхазском языке. И в главном вузе страны эту знаменательную дату не обошли стороной. Планируется с сентября текущего года учредить стипендию имени Шинкуба, открыть аудиторию имени писателя, провести научно-практическую конференцию. В 1997 году по инициативе нашего ректора Баграт Васильевич сделал обращение к молодежи, к студенчеству. И вот это обращение было на русском языке. И вот сейчас вот планируется перевод на абхазский язык, и вот обязательно, конечно, публикуют его в газете. 12 мая, в день столетия писателя, в Абхазском драматическом театре пройдет юбилейный вечер, который будет транслироваться в прямом эфире Абхазского государственного телевидения. На Алакове Саида Гухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Российских туристов спасли сотрудники МЧС Абхазии. Все произошло в Гагарском районе. Подробности в материале пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Туристы из Москвы и Перми были спасены сотрудниками МЧС Абхазии в районе села Ачмарда Гагарского района. Все произошло в каньоне реки Хашупсе. Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд. 2 из туристов удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а 5 пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно. Спасательная операция проходила глубокой ночью. Сотрудники МЧС спустились в каньон глубиной почти 20 метров на альпинистском снаряжении. Затем при помощи страховочных веревок все 5 пострадавших были подняты наверх. Тихо. Так. Второй пошли, пойдем. Сейчас зайдешь. Все, холодно. В первую очередь их обогрели у огня, так как длительное пребывание в горной реке привело к серьезному переохлаждению туристов.
Спасательная операция продолжалась всю ночь. По словам самих туристов, их группа прибыла в Абхазию, чтобы заняться каньонингом, новым, но весьма популярным в последнее время видом экстремального отдыха. Однако о маршруте следования они никому не сообщали. Специального снаряжения и экипировки, помимо гидрокостюмов, у них не было. Однако подобная беспечность не раз приводила к трагическим последствиям. На сей раз людей удалось спасти, но проблема обнаружения подобных туристических групп невидимок в горах Абхазии с каждым годом становится все более актуальной, говорят в спасательном ведомстве страны. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов тепла. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.